Да, конечно, артистская профессия не воспринималась. Как вы рискнули сделать вот такой шаг? Стать певицей. Конечно. Это Сейчас-то моя- все поют. Это моя мечта была. Я еще во втором классе начала петь. Вот. Еще я помню, что журналист со Старой, тогда же Старопольский край был у нас. Вот со Старополя журналист приехал, а мы были в пастбище в сенокосе. А вот папа у нас, мама, мы, дети, собирали сенокос, и он мне спрашивает, кем ты будешь, когда взрослый будешь? И я певицей буду, артисткой. Певицей я не смогла сказать тогда. Артисткой буду, говорю. И он смеялся. А теперь я все время вспоминаю этот день. Но вы не жалеете, никогда не жалели? Нет, не жалею, конечно. Но во время Советского Союза, конечно, мы только вот как живем пели, куда посылали, под дождем, под снегом. Везде, вот Расул Эркенов сказал, без микрофонов пришлось нам петь везде. Вот, ну, сейчас уже хорошая жизнь, уже артисты, конечно, уже не едят в таких местах, это трудных. Так что им я завидую. Надо было мне рождаться сейчас, а не тогда, думаю. Аклима, а вот ваши планы на будущее? Да, что может быть будущее, уже мне 60 лет. Какое будущее, как я говорю, столетие здесь, чтобы мы исправили, да? Это вы шутили? Да, я шутила, а может Аллах скажет амин. Сделаем, вы если еще будет. дальше собираетесь, да, петь? Да, если будет здоровье. Аклима, бүгін har bir артистің да ең қуанчлы күндері ол бұлай қуанч юбилейный байрам еткен болыр. Жараттыңыз ма байрамға келгенлерін? Bu saat dünyada Zumrat, бұлай вечерле райолада мен болып естімейме. Bu жаш төлі алқын юбилей вечерле затла болырша болмазла. Ала кезлерін сольный концерттерін берелі түзі ачқаға ішлейлі кетелі. Сіз жараттыңыз ма? Қуанчлы мысыз? Бұлайда бек қуанчлы неме вечері өтті. Мен аны алайға санайма. Бек толы болды, бек игі болды. Глава ма bu немені жөгіте районны тамадасы лайпаланан зор. Сау болсын жаным. Har nemede qaradı, har nege de qaradı. Bu городны иесі var, Mer Kemal, ama айтқаныча көрдім. Қалай мен аны білген детмеймін, мабылайда сіздімде тең көрдім сахнада. Көп жашасылла біздің қарнашларыбыз кездері сүйгенше Аллах етсін, Алланы да бек жарықлы болсылла. Бек жараттым, қарнені де еттілгенін де, өткенін де. Sağ olun Aklima. Akliman вообще sen bu mer boğunçu da bugün bir savga verdin. Akliman'ı tanıyımın erdir. Tanıyım, eşteyim. Bir de bir kuanama bizni jurtumuzdan boğanla. Akliman'ı bek köptün tanıyız, sabrikten tanıyız. Bek ayrı ağızı var. Allah küçün karığın követsin. Sağlığın, nasibin. Bundan arada sahnada Karağallanı kuandırıp Yaşarға Allah Allah'ı murat насып берсін. Я сама родилась там, когда приехала 4 годика. Сделали хороший фильм, но не знаю, здесь маленькие сюжеты, вы поймете, не поймете, но хотя бы что-то увидите. Думаю, так. Ну что ж, я вам посмотреть фрагменты этого фильма.
2 мальчика и дочка. Кормить их ей нечем. Сегодня кушать будем? Потерпи, моя солнышко, потерпи. Сейчас доварится свекла, и я буду кормить вас. А разве люди сахарную свеклу едят? У нас же ничего нет. А сахарная свекла, она все-таки сладкая. И, наверное, полезная. Мам, а ты помнишь, как на Кавказе ты жарила нам хачапури? Могут. Совсем слабыми стали. Пойдем, я тебя провожу, Кулизар. Не обижайся, в гости не приглашаю. Тифон заболели дети. Не хочу, чтобы твой мальчик заразился. Лучше уходи. Умерли мои дети. Умерли. Мне... Как это было? Что Кулизар сказала перед смертью? Они все умерли от тифа. Тихо. Дорогие друзья, уважаемая Аклима Магомедовна, с большим уважением к вам сегодня хочется что пожелать. Хочется пожелать, самое главное, конечно, здоровья. Вот. Тот жизненный путь, который вы прошли, он достоин уважения. Весь свой талант, свое здоровье вы отдавали служению народу. Огромное количество людей, которые воспитывались на ваших песнях, которые вот фильмы смотрели, да? Конечно, в юбилейный вечер с фильмом немножко перебрали, потому что слезы наворачиваются на глаза, как-то тяжело было, я скажу. Вот. Мы не раз смотрели этот фильм, но каждый раз, очень тяжело смотреть, и вы, весь ваш талант, он выразился в том, что сколько раз не смотришь, вот ту боль, которую, значит, перенесли, в первую очередь, конечно, женщины нашего народа, вот в нескольких минутах выразить вот это вам удалось, это талант, талантище. Добрый день всем. Я расскажу коротко. Здоровья вам, счастья, благополучия. Спасибо вам за всю работу, за все, что вы сделали. Хочу от имени Совета Усть-Жигутинского городского поселения вам присвоить звание почетного гражданина Усть-Жигутинского Усть-Жигуты. И наградить вас грамотой. Наградить вас медалью. Грамота, почетная грамота награждается Казбаева Алима Магомедовна, народная артистка Карачаево-Черкесской Республики, за значительный вклад в развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики в связи с 60-летием, юбилеем, 40-летием творческой деятельности. Почетный гражданин города Усть-Жигуты. Медаль, имейте в виду. Спасибо вам за все. Примите от нас тоже подарки. Canım cidden kılacak gülleri
какие бы сюжеты ни закручивала жизнь, Аклима всегда знала, что рядом были и остаются верные друзья. И что не может быть ничего крепче, сильнее этой дружбы. Аклима, вы, наверное, догадались, о ком я говорю? Конечно же, это ваши верные друзья, ребята из группы GGT. Итак, мы просим вас на сцену под ваши аплодисменты. Спасибо, а теперь я хочу сказать пару слов о Аклима Кузбаева. Уже мы с ней знакомы где-то лет 30. Мы вместе работали. Было время, когда мы поднимались на горные пастбища, на летние выпаса, поднимались с аккордеоном, вот Тохтар с гитарой. Тогда же не было вот этих всяких там. Пели, развлекали доярочек наших, скотников, всех. Вот с тех пор работаем, она всех. Вот когда нас встречали, постоянно к ней подбегали почему-то. Мы ревновали ее. Почему? Потому что она всем нравилась, очень нравилась. У нее народный голос, вы сами слышали. Дай Бог, дай Аллах тебе здоровья, благополучия, живи долго. Басистую девочку с толстыми длинными косами с удовольствием слушали и взрослые, и дети. Прошли годы, она стала популярной певицей. В 1992 году
где-то в числе делегаций фестиваля Дней культуры и искусства Карачаев-Черкесии в Турции Аклима оказалась на многотысячном стадионе города Анкара. Во время исполнения зрители слушали и аплодировали Аклиму стоя. Когда она спела, заходя за кулисы, народ что-то кричал. Непонятно было, что когда прислушались, услышали, что стоя аплодировал зритель и кричали ее имя Аклима. И что самое интересное было, то, что она вышла на сцену без объявления. То есть народ ее знал в лицо. И узнали по голосу. Оказалось, что в Турции, так же, как и в Америке, в Сирии, в других странах, где проживают карачаевцы, всем была знакома песня, которую она исполнила. Вы помните этот случай, Аклима? Конечно, помню. И какая песня была? Ну, я думаю, наверное, здесь мой народ, они сразу знают эту песню. Мы просим вас исполнить ее.
Карачаево-Черкесии Тамара Уртенова и руководитель ансамбля «Арча». Я тебе желаю всего самого хорошего. И эту песню я посвящаю всем мужчинам, отцам. Я думаю, даже такие маленькие вырастут, станут отцами Аллаха. Добрый вечер, дорогие друзья. Когда я услышал, что сегодня юбилейный вечер у моей очень близкой родственницы Аклимы Козбаевой, я отменил все репетиции в театре и переехал сюда. Мы с Аклимой почти что выросли в одном дворе, в ауле Интеркас. Она, когда была маленькая, была почтальоном между мной и старшей сестрой.
она помогала нам. А сегодня она вот народная артистка республики. Дай Бог, дай Аллах, чтобы у наших народов было много таких звезд народных артистов. Я драматический актер. Раз вышел на сцену, что-то надо петь. Я вам спою песню Исмаила Семенова «Ахтамак» без музыкального сопровождения. Келменарюм пайтонна байдудам мери бергене, мен жүз пайтонна бүйрік бергенме, сені бергене теврерге. Мен жүз пайтонна барырым, үйің алдына жол салып, ото теребеден бір қарарығым, екі жар сүйекке қол салып. Аяда қапла жатқанлай, қамаға бычақ таққанлай, жазуым жетсе, алай келірсе, жалан аяқтай чапқанлай. Келмінарю пайтонға қамыт салған мотор атқа, жай сіледе безгек болықса, алып кетмесімін аратқа. Келмінарю пайтонға ой қолы соға чайқала, ой сол жаныңда кесім барлық ма, сорғанға жуап қайтара. Кел ақтамағым пайтонға бірдемінейлік аудырмай, стол жашауға қаратып қоймам, Черномор инекті саудырмай. Стол жашауға қаратып қоймам, Черномор инекті саудырмай. Сау болу. Аклима, я думаю, что у вас, наверное, за этот вечер накопились слова, которые вы хотели бы высказать сейчас нашему зрителю. Ну, я не знаю, я пригласила, приехали, не приехали. Мои братья, абхазцы и абазинцы, есть в зале? Если есть, пожалуйста, выходите сюда. Всем своим братьям, далеким, близким, подарю песню «Увези меня при луне». Зачем
ваши такие слова. Годы, вы над женщиной не властны. И, конечно, это не секрет. Для детей все матери прекрасны. Значит, некрасивых женщин нет. Я думаю, эти строки очень подходят нашей юбилярше. Прошу всех, кто желающий, хочет поздравить нашу юбиляршу, мы просим подняться на сцену. Добрый вечер. Я жительница Карачаевска, города Карачаевска, но с недавнего времени, по случайности, жительница этого замечательного города Усть-Жигуты, где гордостью вашей и нашей народная артистка Карачаево-Черкесии. Я благодарю Господа Аклимаджаном, что оказалась твоей соседкой, подругой. Этот маленький презент твоему юбилею, Аклимаджаном Кёзюм, а этот маленький драгоценный камушек твоему дню рождения. Я вчера. Пусть, Господи, еще долгие годы, ее вот этот голос замечательный, честное слово, я, живя в Карачаевске, я не слышала. И, по мне, вот честно, я прослезилась, Аклима, чтобы долгие-долгие годы и в ближайшее будущее, чтобы ты народной артисткой России стала. И мы вот здесь отмечали все это. Родная моя. Знаешь, Аклима, я сегодня, когда получила это приглашение утром, я на работе, честно слово, ждала, как бы не опоздать, как бы не успеть к тебе. Я много могу сказать об Аклиме, потому что она выросла, на моих глазах ее талант расцвел. И когда она у меня была директором, молодая, Дома культуры Эльтрыкача, то она одна могла дать концерт полностью во всех жанрах. И фокусы, и драмтеатр. И самое главное, она так организовала всем работу, что у нее совхоз Эльтрыкачки, все ведущие специалисты играли в народном театре. И мне секретарь парткома звонит и говорит, ну приезжай, посмотри, как мы уже все у нее играем. Я хочу сказать, талант, он во всем талант. Аклима, годы над тобой не властны, правильно она сказала. Кто скажет, что ей 60, Аклима, это неправда. 30, ну и я считаю, еще лет так много-много, пусть будет 30. Я скажу вам один секрет. Нас, Карачаево-Черкесия, прекрасный уголок, где мы живем, прекрасный. Но Джигутинский район, поверьте мне, он самый лучший, поющий. У нас таланты самородки. Мало Карачаевский район танцевал, все, но они говорят, у нас нет таких голосов. Бывшая заведующая отдел культуры из Джигутинского района. А сейчас у нее академия в Черкеске. Я хочу сказать, когда у нас Джигутинский район поет, то всем надо молчать. Поэтому, Аклима, счастья тебе, здоровья тебе, долгие годы ты радовала нас. Понимаешь, вот сейчас, сидя здесь в зале, мне все усталости, все. Спасибо всем, спасибо. Уважаемая Аклима Магомедовна, поздравляем от лица нашего лицея номер 1 вас с таким замечательным праздником. Вы не только прекрасная артистка, но и настолько светлый, душевный человек, что общение с вами делает всех окружающих чище и добрее. Пускай ваше творчество будет бесконечным, пускай ваша жизнь цветет и радует нас. Счастья, здоровья и благополучия. Мы знаем вас не только как актрису, не только как певицу, но и как замечательного человека с большой буквы, у которого мы действительно все можем брать пример. Спасибо вам за то, что вы есть в нашей жизни, в жизни нашей республики и в жизни нашей России. Я, Аклима Магомедовна,
Магомедовну узнала личность ее с другой грани ее личности. Я учу ее внуков. Я для себя ее открыла как бабушку. Это такая семья, очень скромные, добрые, воспитанные. И они воспитали, если бы Анзор Ахматович благодарил ее родителей, то я благодарю Аклиму Магомедовну за таких внуков, воспитанных, великолепных, всегда ухоженных. Это прекрасная семья. Я счастлива, что я познакомилась с вашей семьей. Я сегодня много проплакала, когда видела этот фильм, и поэтому я не хотела выходить. Веллах сен мавджа шаунда қалай бралыш, қалай біткілегеш демесе, мауыл сен меңе жетсін, и саула милетімізге де жетсін. Жерімізге, милетімізге, кралымызға Аллах мамыр жашау бұйырсын.